как видеть тех здесь, судя по всему, тех, кто смог долететь с Дальнего Востока по субсидированным тарифам. Да. Вот так, когда тариф не субсидируемый, дешевле Париж, Берлин, Лондон, Милан, даже Сан-Франциско, да? Я хочу, это вот один из вопросов, я бы своих детей сводил, всех 6 детей, ну, 8 человек, а для детей скидка на процентов 10 оказывается. То есть я так взял, и дешевле время, я уже не в Якутии я, правда, не знала, но мне командировка, а детям пока командировка не оплачивается. Я хочу сказать, что нам надо программу ввести, школьную, обязанность школьников раз в год бывать в городе Дальнего Востока, ну, как бы Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, Якутск, Хабаровск, Владивосток. Понимаете, это родину, вы знаете, я вам ему веду занятия, вот так, наболело. Кто был в Париже? 100%. Ну, МГИМО, ладно. Кто был в Риме? 90%. В Лондоне 100%. 100%. Ну, там уже люди бакалавры, сестры, родители богатые. Кто был в Петербурге? 100%. Кто был в Екатеринбурге? Одна рука. Иркутск 0. Якутск 0. Владивосток 0. Родину знаем. Москва пишет. Знаете, надо же летишь на самолете, когда 8 часов. Смотришь вниз, надо, когда облака рассеются, даже с этой высоты, там, а раньше летали там, знаете, вот, и родину не ощущают. На карте это видит, масштабы не ощущают. Я вот, или даже на поезде я всем рекомендовал школьный тур, Москва, Владивосток, садится, плацкарт, можно школьникам это плацкарт. Хотя бы из окна посмотреть. И, конечно, это не то, что такое, просто оно не ощущают наши московские близкие школьники, что такое, чтобы заставил раз за 10 лет каждый класс должен поехать на поезде Москва-Владивосток. А там родина ощутить, понимаете? Это вот как экскурсия, обратно можно самолетом по тарифам. Я считаю, что, конечно, это, ну, вот у нас первое было заседание с Министерством просвещения. Я считаю, что географию и историю, там, например, дисциплин надо учить выездами, проездами по местам истории и географии. Это вот такая, на мой взгляд, идея безумная, но, знаете, все можно ввести у нас. Лучше мы один мост не построим, Якутскую все построим, слава Богу. Но этим мы научим наших школьников, мы им покажем, что такое наша большая Русь. Обычно говорю, ну куда на коне ходите? Либо есть, либо летит. И если здесь условия, чтобы наши школьники летали бы по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку, хотя бы раз в год, там, раз в 5 лет, ну 2 раза за школьную жизнь. Потом сильные дети уже совсем не прилетят. Понимаете? И тогда как-то вот ощущение будет другое. Я это напишу, компетентные станции, пусть меня там не знаю, неправильно не пойдут, но я считаю, что вот я своих детей беру в командировку за свой счет. Сейчас детей говорят, я у сына, другого взял в Казани. У меня просто 6 детей пока еще. Вот. И я беру так по одному, очень теперь и с ребенком общаюсь, и показываю, ну, один уже смотрел на Казани, второй с нами другие Верном был, могилы там на Гарамаш, который не важно. Ну ладно, так, это лирическое вступление. Первое, товарищи, поздравляю вас, что вы здесь, что вы с нами, вы уже в любом случае будете экспертами общественной палаты, даже кто не пройдет. Нам очень важно, чтобы вы были вместе. Конкурс большой, министерство специфичное, я хочу, чтобы все знали закон об основах общественного контроля, положение об общественном совете, кодекс этики общественного совета, все документы, по которым нам работать. Но еще более важно, чтобы вы знали цели и задачи министерства. Тем более оно в Москве находится в моем доме. Вот я могу, потому на него там одно из подразделений. И, конечно, самое главное, чтобы вы не были формальными членами совета. Вы, так сказать, были в хорошем смысле оппонентами и возбудителями спокойствия. Спокойствие для министерства, это чтобы это были идеи, критика, конструктивное предложение. Знаете, вот дальневосточный гектар, вроде идея хорошая, так где дороги, инфраструктура, дома, как и целые билеты туда летать. Я скажу, что очень важно доступность финансовая летать из Москвы в Хабаровск, Якутск, на Дальний Восток. Это надо
субсидируемые тарифы их за 2 мили выкупают, да, все? Только вот их выбрасывают, и только покупают. Так нельзя делать. И, конечно, это развитие Дальнего Востока, это очень важно. Мы же, многие наши чиновники мучают в пределах Садового кольца. Знаете, Москва, это не показатель, это даже не Россия, происхождение нет. А как, вы знаете, я бы даже за каждым нашим олигархом, ну так тоже вот, за каждой нашей крупной структурой закрепил бы города, направления развития Дальнего Востока. Может, даже знаете, как вот у нас есть Крымом шефства, отдельные республики шествуют до районами Крыма. То есть здесь, конечно, нам нужно, чтобы вот каждое шефство у нас действительно будет проектом крупного бизнеса, малого на Дальнем Востоке. И задача, чтобы население не выезжало, ну, так пока как идея. И вот Илья Силин у нас один из руководителей нашей единственной экономической комиссии. У нас раньше было 3, а сейчас 1. Поэтому он отвечает за Дальний Восток, и, конечно, экономика, но это еще нужна экономика, инфраструктура. Мне Якутия очень понравилась. Я был в мае в Якутии, и меня повезли в район 400 километров, как называется, чистенький, ухоженный, разговаривает с главой, а умный парень глава, зам глава сказать, что вы умный. Где учиться? Да я в Швейцарии что учился. И добровольно вернулся в Якутию. Со Швейцарии. Знаете, кадры. Какая подготовка кадров? Учиться в Великобритании, в Швейцарии, вернуться на Дальний Восток, для Якутского района, и с удовольствием работать, поддерживать там, развивать многие проекты в районе. Знаете, и человек испытывает удовольствие. Конечно, это вот тоже очень важно. И я отдельно хочу сказать, что вот многие говорят, что давайте мы уничтожим отраслевые министерства. По делам Северного Кавказа мы лидируем, по делам Дальнего Востока. Но я считаю, что у нас вот в Сибири Дальний Восток, особенно Дальний Восток, и Северный Кавказ особое внимание должно быть с учетом специфики. Они разные по задачам, но должно быть понимание, что без развития Дальнего Востока мы многие вещи для всей России мы не реализуем. Мы будем не отставать, и будут проблемы, которые, я хочу сказать, что нам еще вот опыт. Поэтому очень важный совет. Я, конечно, бы хотел, чтобы, знаете, у нас вообще в советах 90%, 80% в Москве детей. В других советах, не у вас. А у вас, я считаю, у вас вообще вот должно быть, ну, с каждого субъекта Дальнего Востока, чтобы была возможность принимать участие дистанционно. Вот, чтобы дистанционно, и чтобы это было открыто на весь Дальний Восток. Даже с онлайн-трансляцией. У нас сейчас неформальный разговор, встречи, вопросы, предложения, отбор кандидатов. Я, конечно, от каждого потом жду предложения в письменном виде по адресу общественной палаты, как вы видите себя и идеи для общественного совета. Потому что есть вопросы, которые, ну, конечно, умный человек, но я очень мало что знаю. Я был на Дальнем Востоке, был в Владивостоке, был в Якутске. И я понимаю, что, знаете, когда там говорят «у вас в России», мне такая фраза, мне сказали, «у вас в Востоке» фраза. У вас в России, как это? Ну ладно. На материке. На материке. А тут когда говорят, что вот аж ухо резануло, и про материк мы же вместе материк, там мы же не остров. И я бы хотел, чтобы даже ментально мы были ближе. И такая задача, может, такая немножко романтическая, но и все те программы, которые курируются министерством, они были под вашим контролем, реально, чтобы вы как бы спрашивали министров подразделений, высказывали мнение, критиковали, мы вас родили, мы вас защитим, министерство никакого влияния на выбор не имеет. А иногда там просят, а можно вот это? Мы подумаем, тут на достойном берем, но как правило нет. Это тебе дороже нам очень подходить. Коллеги, вопросы, предложения. У нас неформально, у нас нет таких, что вот, там, знаете, заготовка домашняя, вот, а вот есть, скажите. Вот в Якутии что нужно от Министерства Дальнего Востока? Скажите, коллеги.
У нас, конечно, алмазы есть. Золото есть, рыба. Тут по Якутии, да, вот я хотел бы сказать, во-первых, да, Николай Бармыгин, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот, ну, я хотел бы, во-первых, поблагодарить Общественную палату за ту поддержку, которую она постоянно оказывает проектам в нашей республике. Вот, и нам очень приятно, что федеральное правительство и лично президент Владимир Владимирович Путин поддержали проект строительства моста через реку Лена. Хотя, конечно, пишут, что, возможно, будет платно, но мы надеемся, что этот вопрос урегулируется, да, в конце концов. Знаю Якутию, там не будет платно. Не поймут, потом сам... Вот, но тут самое главное, да, нам надо наладить взаимоотношения с недропользователями. Вот, самое ключевое, потому что сейчас идет массированное освоение Арктики и Дальнего Востока, заходит очень много крупных недропользователей, все корпорации федерального уровня, или это госкорпорации, или это корпорации крупных олигархов, с которыми местным региональным властям очень сложно на равных общаться. Поэтому роль министерства однозначно должна расти, однозначно вот, оно должно брать на себя больше функций и как-то выступать, ну скажем так, щитом и таким третейским арбитром в отношениях регионов и крупных федеральных недропользователей. Ну и, во-вторых, все-таки еще одно предложение, это то, что большая просьба учитывать тот факт, что на Дальнем Востоке и в Арктике проживают представители коренных малочисленных народов, вот, и их традиционные способы хозяйствования, они находятся под угрозой со всех сторон. То есть и то, что сейчас идет освоение Дальнего Востока и Арктики, это практически это смертный приговор их традиционному видам хозяйствования, существования. Вот, и в этой связи тут, я думаю, что министерство, когда разрабатывает вот эти программы развития, оно должно как-то тоже координировать вот взаимоотношения. Вот правильно вопрос подняли, ну, как смертный приговор не смертный, но проблема создает, потому что тогда была комфортно с ограничениями, знаете, безбережности. Понятно, нам тяжело, но места традиционного обитания очень важно, чтобы вот это у нас были, понятно, вторжение будет всегда, цивилизация идет, но чтобы она была, конечно, не влияла на уклад, либо компенсировала значительно. Да, пожалуйста. Сахалин. Как раз сказали, вы как раз сказали не остров. И тогда все остальное материк. Но вопрос Вам тоже мост хотят, но мне кажется, это не окупится никогда. Ну, хотеть не вредно. Это раз. А во-вторых, какой бы там ни был мост, все равно это будет остров. Вот, потому что мост будет больше всего в будущем железнодорожный, там автомобильного как бы и нет чему делать, и некому ездить. Вот, но это не эта тема сегодня. Хотя, конечно, в перспективе можно рассказывать людям, нет проблем. Люди тоже этого не понимают, по большому счету. Они привыкли, они слышали уже, что это ненормально. У меня вот какой вопрос. Я в предыдущем созыве как бы был тоже кандидатом и как внештатным или заштатным членом совета, и когда общественные советы и приглашали всех, и я там участвовал. Но я скажу честно, вот оторванность министерства от территорий, это критично. Потому что, конечно, вот в Хабаровске мы встречались, в Хабаровске там был департамент или отделение человеческого капитала. Ну, они, что интересно, что они никаких решений не принимают, они только слушают, посылают Москву. Если с Москвой что придет, они что-то предложат нам. Но такое вот передатное ведомство и называется человеческое капитал, это самый главный вопрос на Дальнем Востоке.
это закрепление. Поднимите вопрос, Николай Да. Васильевич, о переносе министерства из Москвы в Хабаровск, или Да? Восток. Ну так, А почему нет? значит, А я лично поддерживаю. Да, да, да. да, в Они Хабаровске все в было, Москве. Да, да. было только час, это Чтобы департамент министр, человеческого капитала. где министр, Да. там и министр. Понимаете, ведь дело в том, что по большому счету они все москвичи. И заботы Дальнего Востока им по Востоку, поскольку это служебная обязанность. Семья же. Но не внутреннее состояние. Вот в чем проблема. Если нет внутреннего позыва, никакие служебные обязанности, особенно сегодня и сейчас, это не решает. Это первый вопрос, который оторван от министерства. Второй вопрос, это, конечно же, сам человеческий капитал. Мы вот в Якутии поднимают вопрос по-своему, мы по-своему, там Мурманск по-своему. У нас 62% территории России это территория крайнего севера, крайних территорий. Этого в Москве и вообще-то многие не понимают. И то, что у нас не единое экономическое пространство, это вообще не понимают, есть лозунг, что это единое экономическое пространство. Но из-за того, что у нас есть вот эти коэффициенты, северной льготы и надбавки, оплата проезда в отпуск и прочее, которая ложится на бизнес и ложится на государственные муниципальные закупки, у нас практически абсолютно неконкурентная среда. Потому что с материковские выигрывают контракты, нет проблем, потому что у нас все дороже. Я имею в виду, мы должны выплачивать северные льготы, надбавки, оплата проезда в отпуск, дополнительные 24 рабочих дня отпуска. Это же надо заработать, чтобы заплатить. А тем, кто на материке выигрывает контракты, особенно проектировщиков, им этого не надо делать. Они просто на 40% рубят цену и выигрывают все. Вот у нас в 2018 году было на проектировании, я руководитель ассоциации Сахалинстрой, было на проектировании где-то 650 миллионов рублей на закупках. Только 10% выиграли сахалинские проектные организации, все остальное шло на материк. Потому что сахалинские компании не могут с такими демпингами, как материковские дают, а им не надо платить ни серые льготы, ни надбавки, ни проезд в отпуск. И мы же было, обратите внимание, в 2018 году было поручение президента. В мае месяце 2018 года было поручение президента, было согласие ФАСа России на то, чтобы учесть вот эти затраты, которые выплачиваются предприятиями, которые находятся на территории крайнего севера территории, вынуть с начальной максимальной цены, а играть как бы по материковской цене. Есть поручение президента, есть все. И никакого движения. Я скажу вам честно, ни со стороны властей на месте, ни со стороны Москвы. А люди просто удирают. Люди просто уходят уже без просвета. И при том, что у нас есть отдельный департамент человеческого капитала. Вот как это рассматривает Министерство развития Дальнего Востока, вот этот вопрос. Был у нас предыдущий министр, был у нас на Сахалине, было такое большое совещание, я выступал с этим вопросом, он поддержал, конечно, да, был областной прокурор, был губернатор, все за. Я попросил, давайте, кто конкретно в министерстве будет этим заниматься, чтобы мы с ним поработали. Он назначил, я уже не помню, это был 18-й год, своего зама, одного из замов. Ну и что, они уехали. Звоню, пишу, как никуда. Это когда Галушка был ministр. Вот, то есть, вот этот вопрос повернуться лицом к востоку и к северу. Толку не будет. Люди просто уходят. Понимаете, уже мы там и зарплату, и подъемные, и все прочее. Ну и что, подъемные получают квартиру, отрабатывают 3 года, продают квартиру, еще дают возможность, извините, глупо, арендную квартиру дают возможность приватизировать. Продают квартиру и уезжают. 3 года. Ему в 3 года должен отработать подъемный 1 миллион рублей и все прочее. То есть, пока не будет действительно, наверное, не дураки были еще до войны, потом после войны, когда приняли этот федеральный закон о
северных льготных надбавках. Этот закон действует и сегодня. Мало того, он в Трудовом кодексе сегодня весь переложен. В Трудовом кодексе. Но дело в том, что это какая задача была? Привлечь население на Дальний Восток и в районы Крайнего Севера, и чтобы там они задержались. То, что каждый год 10% увеличивалась зарплата. Да. Но это же все есть, но этого ничего нет. Вот формально оно есть, но реально ничего нет. Никому это не надо. Уже сидят в Москве, нет. Нет, если бы они там получали зарплату в соответствии с этими льготными надбавками, то, может быть, как-то чувствовали. То есть у вот, нас есть здесь СМИ или пресс-служба, надо сказать, что надо переносить все министерство на Дальний Восток. то есть вот этот вопрос, вопрос вот северных льготных надбавок, который не исполняется по настоящему закону, то есть цель, ведь любой закон, любой постановление какую-то цель преследует. А вот эту цель оно не играет, хотя и действует. И, конечно же, вот вопросы вот обучения молодежи, это среднее техническое образование, высшее образование, конечно же, необходимо приводить в порядок, особенно в техникуме, чтобы после 9 классов шли в техникумы. У нас школы, у нас же, я уже сказал, у нас Министерство образования, но оно как было Министерство среднего образования, так и осталось. Школы супер-пупер, дворцы строятся, с фантомами, со всеми делами. Техникумы, приспособленные помещения, без производственных площадок. 2 декабря президент подписал дополнение федерального закона о образовании, где именно о практике студентов, о прохождении практических занятий. Оказывается, там они просто на стройку не могут сегодня, по сегодняшнему закону. А потому что это же учебный процесс, должен быть мастер производственного обучения. да. Понимаете, а на стройке такого мастера производственного обучения нету. Это раз. А во-вторых, раньше же это были государственные объекты, а сегодня коммерческие, частные. Кто им будет возмещать эти затраты? То есть, но сегодня в этом законе внесены поправки, все это разруливает. Но сегодня проблема. И мы вот, я как раз прилетел с инвестиционного совета, там ставил вопрос, в технику надо резко расширять производственные площади. Потому что сейчас Волскис проходит, оборудование новое поступает, а его некуда ставить, а его негде приспосабливать. И когда я сейчас на совете как раз потом выступал, и там зампредседателя говорит, ну его же расставили. Я говорю, да его расставили как выставочные образцы, потому что места нет. А у нас же должно работать. То есть необходима производственная площадь, и есть такая задача, да, есть такая задача, что сегодня на Волскилзе обучение чемпиона, а потом эту технологию и достижения в обыденность техникума. То есть так должны все. Но для этого, если у нас вот прошел как раз наш региональный, У нас просто еще будет. я заканчиваю, региональный конкурс на Волскилз, ну что, оборудование ставили в спортзалах. Ну то есть негде, понимаете, хоть на улицу Вот ставили. мы сейчас в просвещении, они за это отвечают. Да, то есть нам вот- бумагу, и мы Да. проведем. То есть вот этот вопрос, я считаю, что общественная палата, вот нам необходимо, чтобы на производство выходили готовые, Вот это нормальные- Надо отдельное слушание провести. нормальные специалисты. Потому что по сегодняшнему там не выходят нормальные специалисты. Они мало практик проходят. Теория, он приходит на стройку, и ему надо еще как по-новому. А он выходит с 4 разрядом. Он никакого 4 разряда по-хорошему не соответствует. То есть вот эти вопросы, которые необходимо, особенно на Дальнем Востоке, в районе от Якутии, это очень такие серьезные вопросы. Люди, квалификация, но только не вот эта оценка квалификации, конечно, нужна, но реальное обучение. И вот саморегулируемой организации мы, вот его, Айкал Иванович, мы готовы, вот мы пасем эти техникумы, но они плачут горькими слезами от нас уже, потому что мы не согласны с их обучением. Спасибо. Коллеги, давайте, да, только просьба так покороче, поделись на всех. Это остров, единственный остров у нас. Спасибо. Вот Сахалин территория. Ну, что тебе сказать по поводу, да? Я, надо, Вот Галина на Юрьевна. Дальний Восток, я так считаю, надо уже, ну, и Сахалин, Камчатка, то есть надо ехать недели на 2.
Ладно, хорошо. ладно. Амурская Потом область, даме обязательно. Да. Юрий Васильевич Следи, Маркетан. чтобы не отбирали. В Амурской области начали, я бы предложил У вас, вообще поздравляю, мост с Китаем открыт. открыто. Самый Открыт. большой. И вторую полосу в аэропорту. Амурская область, Юрий Васильевич Маркетан. Мы начали в Амурской области делать, и хотелось бы на весь Дальневосточный федеральный округ распространить этот опыт. Начали делать карту проблем региона. То есть что предполагается? У каждого у нас есть свои проблемы, есть они общие. Разделяются они и по направлениям. Это и реальная экономика, это и медицина, это и сельское хозяйство. Но что бы хотелось? Если мы сделаем такие карты, мы можем посмотреть, обобщить все, что у нас по разным регионам Дальневосточного федерального округа. Посмотреть, кто может решить. Может быть, это нужно выйти на вас. Может, вы нам поможете с тем, что встретиться с тем же Минтрансом. Очень много проблем по транспортной безопасности, по топливообеспечению, по стоимости топлива. И таким образом посмотреть, что мы можем решить. Часть проблем решается прямо на месте, часть решается на уровне министров, часть может быть на федеральном уровне. Спасибо. Мне очень нравится идея, сейчас я на себе записываю, карта проблем региона. Хорошая идея, я хочу сказать, что можно на вооружение взять нам. Владимир, я помню, предыдущий губернатор, уполномоченный, который был, губернатор Хабаровска, он сказал, кто построит мост с Благовещенска в Китай, он получит героя китайской народной школы. Хорошо. Да, я вот где-то вот, да. То есть все поедут туда. Не, ну китайцы тоже к нам ездят. Нет, да, ну конечно, но с точки зрения вот это такое Для окно Китая даже более важно, но они тоже, там каждый свою половину построит. Да? прорубить. Да. Ну. Но они быстрее. Хайфе, мама родная. Дело в том, что то, что они построили быстрее, и мы 2 года наблюдали пол моста, Ага. но Вы же не стремились. были ведь планы, и планы выполнены. Нашу вторую часть достроили четко по планам и без всяких задержек, и подъездной путь, и все. Нет, ну это замечательно. Ну, молодцы, все равно для Благовещенска важно. Конечно. Торговля, развитие. Хоть там и 8 минут скажем, Знаете, что, и также погранпереход, то есть, Да. а раньше на Летом теплоходы, баржи грузовые, зимой понтонный мост намораживали плюс сверху. Лед для упрочнения межсезонья, пумы на воздушной подушке. 4000. Бывало такое, что 1000 людей были на том берегу, которые проходили таможню и стояли мерзли. Да. Ну, сейчас, конечно, это в любом случае плюс для Благовещенска. И большой будет плюс, начиная в следующем году, фуникулер французы будут строить те же, что делала или на Китай. Да, да. 40-местные кабины. Вот кто был во Вьетнаме, Винперл. Служба и садится Ну в да, самолет, да. да? Это канатная дорога. Канатная. Я знаю. Вот где реки, да. Интересно, молодцы. Нет. Пожалуйста, извините. Да, добрый день. Я тут москвич, который очень хотят совет. Ну вот, она есть, да. Институт веба, я не понаслышке знаю проблемы всех регионов, потому что я изначально стали по первому заводу, который здесь напоминают, но, как мне кажется, тема устойчивого жизнеобеспечения удаленных и доступных территорий, она, пока я занималась собственной была в слова, сейчас она вообще исчезла, и Минфин полностью изолирует инициативы это, и субъекты, опять же, не организируют заводы, и фактически мы уже нефтью начинаем топить, даже не дизелем, и это результат неоптимальной работы. Самое главное, что когда возникает проблема, субъекты умалчивают. Хорошие были случаи, но я просто собирала мониторинг, сейчас мониторинга даже нет, что происходит с северным заводом. И это такая проблематичная ситуация, планируемая на год, не дай бог случись, что там, с поставками, я не говорю, что
ситуация какая-то, хотя это такой сложный регион в политическом плане, но люди просто умрут из-за того, что не завезены продукты и топливо. И эта тема, на мой взгляд, одна из актуальнейших, которую просто все замалчивают, равно как и Северные Надбавки, коллегу поддержу. И тему мы поднимали, поскольку я являюсь членом президиума Совета Думы, мы ее вносили, и в законодательном плане никакого движения не произошло. Понятно, что проблема очень сложная, но, наверное, общественность должна к этому подключиться и сказать, что бизнес на 70% территории, там, где северные надбавки мы выплачиваем, он никогда не будет перспективным для инвестиций. И так скажите честно. Не надо тогда говорить одна страна, одно правило. У нас дальше у нас есть несбалансированность наших национальных проектов. Если в одном проекте мы говорим про демографию, то, например, привожу конкретный пример, город Карбука, 10 тысяч человек, Плесецк, 250 километров, сделали медицинский центр. И родильные отделения убрали из больницы города Карбука. Нет там спецзалов, люди, значит, по открытому грунту до Плесецка должны ехать, вертолетной площадки нет, а вы должны быть режиме либо 90 километров до станции Яндома и дальше поездом до Плесецка. Кто будет рожать? Здесь там уже один хирург, набивший руку, делает он кесарево неплохо, если что-то происходит, но нельзя людей ставить в такую ситуацию. Я более ставлю задачи, если у нас проект демографии, не надо над проектом здравоохранения уничтожать вообще какие-либо имеющиеся возможности. Это такой подход, он не государственный. Я уверена, что в каждом регионе мы найдем ровно такие же примеры. Считать по головам на севере и на Дальнем Востоке нельзя. У нас главный эффект, вот опять, окупаемость моста будет или не будет. Есть государственная задача, которую мы решаем. Либо она геополитическая задача, мы развиваем, либо мы говорим, давайте опять считать КПЕ, доходность на рубль вложенный. Тогда мы никогда не сделаем ни север, ни морской путь. Где-то нравится, а где-то я просто враг всему. То есть, понимаете, смарт-система есть, если мы хотим, чтобы население было комфортно, оно жило. Либо тогда переезжайте в поселок, всех забирайте, давайте новые квартиры, закрывайте город, как то есть определитесь, а не так, что медленно умираем. Либо мы развиваем город, либо закрываем. Она определится, тем более денег не хватает. Да, спасибо, что вы подняли вопрос с разными перелетами. Только было 11 числа совещание под руководством президента, и как вы видели, опять решения никакого нет. Министерству транспорта поручено разработать модель субсидирования, и мы понимаем, что опять люди останутся. Я так считаю, может быть, я считаю, что надо давать каждому жителю по прописке Дальнего Востока хотя бы 2 раза в год, если не бесплатно. 2 раза в год. А жителям России, кто живет, такие давать скидки, чтобы им было выгоднее летать раз в году на Байкал, но нежели в Париж. А у нас сейчас Париж дешевле, чем на Байкале. То есть, тогда, конечно, до Турции вообще это 2000 рублей билет. Они спонсируют рейсы, наши прилетают и там тратят миллиарды долларов. То есть самолет почти бесплатный, там тебя, знаете, и это обидно, что мы вывозим москвичи, такие алчные, богатые москвичи, все вывозим в Турцию, тратим деньги, и мы не можем, знаете, это же будет разбитие за счет денег частных. Если мы придем на Байкал, семьей, покормить, поесть, купить сувениры, я вам скажу, 1100 оставим за, каждый ребят попросит, 8 человек в семье, 9. Вот по 10 минимум уйдет на каждого. Поесть, купить подарки, а сколько таких семей? Но должно быть дешевле. Я жене говорю, так, куда пойдем? Где дешевле? Дешевле Турция или Париж? Это неправильно. Неправильно категорически. И, конечно, нам надо, это ведь мы не авиация убыток. То есть мы, может быть, авиации там субсидии будет не на миллиард, на 2, на 100 миллиардов рублей, не важно. Но регион получит 500 миллиардов. Я считаю, что если будет написано до Якутска 5000 рублей, да многие полетят на рыбалку, на охоту. Из интереса. Из интереса.
хотя бы раз в год, чтобы у каждого был доступный билет. Где вы пишете? Да, я скажу, что просто края замечательные. То есть у меня там друзья летают на охоту, но там понятно, что это дорого. Это там, но на самом деле Камчатка, Сахалин, то есть я считаю, что вот это вот неправильно считаю, что просто что мультиэффект окупится косвенно и даже потом, если будут такие билеты, и бизнес из Москвы пойдет, будет строить отели, там, всякие снегоходы, то есть инфраструктуру создавать туристическую. Должно быть так, чтобы билеты в течение 10-15 лет будут по такой-то цене каждому. То есть вот, когда будут вкладывать в Дальний Восток и москвичи, и иностранцы. А когда, да, длинная, ну как вот, как у рыбаков, там 10 лет входит, на 10 лет распределяются. А иначе, знаете, нет стабильности, никто вкладывать не будет. Население уезжает, а туристов нет. А вот, ну, вот это очень важно. Я хочу сказать, что должна быть программа вот, на рыбалку в Якутск, Хабаровск, на Камчатку. Знаете, вот так вот. Ты не в Якутске там плохо, ну к экзаменам не будут допускать, на это тоже. Но на самом деле, товарищи, это вот вопрос, который вы должны поднять на общественном совете. Даже если вы стали билетами, скажете, ребята, давайте так, хотите, чтобы бизнес не развивался, чтобы были инвестиции. Дайте на 10 лет цену тарифа, там, но привязанную к билету Москва-Питер. Заметьте, все общественные советы министерства в Москве, ни в Хабаровске, ни в Якутске. Я считаю, поднимите вопрос, скажите, меня сожалеете. Пусть они приезжают туда. Министр, Они, мы министр жил в Хабаровске, или был прописан, семья, дети в школу ходили, и 5 лет без права выезда. Вот можно по скайпу пообщаться с Медведем или с кем-то. в таком случае, кто согласен, Да, не так, чтобы, знаете, вот как бы, Илья, вот Илья, это у нас главный экономист в общественной палате, он за все отвечает в экономике, поэтому он вот все виноват. Ну, давай рассказывай. В том числе, что и Северная, не закончили, да? Да? Тезисно, что нужно вынести все вопросы транспортной коммуникации на Евразийскую комиссию по комментации. Пока все транспортные маршруты, которые сейчас утверждают ЕС, они, ну как Дальний Восток и Север не видят. У меня предложение эти маршруты через другие страны, не только через Москву, внести и автоматизировать. У меня такой совет всем кандидатам в общественные советники развития. Вот, точно применимо здесь формула власть не дают, власть берут. Где-то могут и, возможно, в вашем случае общественникам дают больше власти, чем ленинская диссидентская. Ленин тоже здесь не был первого вопроса. Я немного занимался этими вопросами, сколько копий делать, не серьезно вопрос. Я лично 3 раза делал линейку по президенту. 1 раз, по-моему, из Якутии для платформы. Понимаете, проблема образовательности нас, как общественников. Ну, то есть, вот этот вопрос прилетает в министерство. Там, с той стороны, сидят такие же общественники, как вы, с профсоюзом. И когда ходят, защищают права трудящихся на Дальнем Востоке. Не просто такая же искренность, как ваша. Что мешает вам сесть, взять бутылку с профсоюзом, пытаться самим договориться с людьми? Ну, нет, реально в данном вопросе по серьезно. Официальные органы власти, даже Минфин, в меньшей степени, поверьте мне, я занимался 8 лет, препятствуют, чем общественная организация в лице профсоюза. Но бизнес профсоюзом не попытался за 8 лет напрямую ни разу не ну, вот, я вам скажу, подсказки даю просто, да? И они так и дальше будут по отдельности вам вызывать на получение и вы. То есть я просто хочу призвать, вот вам нужно быть настолько готовым к борьбе и самим какие-то вопросы инициировать, самим говорить и самого завершения. Территория содержащего развития, когда появились, все министерства сказали, это невозможно, это не будет сделано. Минтруд на 22 страницах на согласие прислал только по вопросу компенсации страховых взносов. Нереальными, неимоверными усилиями и переломили. Вот, я бы в меньшей степени ожидал, рассчитывать на ресурс министерства, нынешнего состава, но в большей степени на ресурс общественных производств. Вам никто не мешает официально вносить позицию. Мне нравится расчетный транспорт,
общественного совета, членом общественного совета, понимаете? И не надо ждать, как это разумно. Сами какие-то вещи тоже можно выносить. Вопрос, который не получает ответ, я мечтаю, что его сделают, это дерегулирование труда учителей хотя бы начать дальнего востока. Учителя перегружены отчетностью. Никак не получается двигаться в этой точке. Давайте на Дальнем Востоке протестируем. 50% отчетности учителей берем. Это точно сработали на 3,5 года. Но какой-то должен человек заниматься. Не ждать, пока другие коллеги общественники, где-то как вы, взять по одному вопросу. В части по закупкам, если у вас коллеги сохранители, скорее всего, писали законопроект, давайте я попробую через Светы Марши говорите, попробуем его внести как минимум, как палату его депутатов. Ты попробуй тоже, что ли? Я понимаю, да. Возможно, связано с тем, что Минэко Минфин переходил на вот это возможность на Минфин, да. Ну, то есть вас уже согласен, уже все. по своему выступлению не ждать, что чиновники за вас работают здесь, какую-то работу нужно делать Согласен. самому и просто давить. И используйте ресурс ваших коллег и других общественных советов. Например, просите их вынести издание научного вопроса. Вот так вот. Общественный совет Минвосток развития, конечно, может явиться вот таким. Да вы должны ничего не бояться, вы должны сказать, ребята, что такие тарифы для нас, для восточников, Неприемлемо. понимаете, вы, ну, если мы должны раз в год летать, знать географию, да даже отдохнуть и деньги оставить, заработанные деньги в Москве у вас, а не в Турции, то вы должны 2 раза минимум бесплатно, ну или там по смешным тарифам летать в Москву. То вам даже более важно, чтобы вы к нам летали, чем вы должны быть не так, что вы там на материк, знаете, чтобы взяли, есть там 6-8 часов сели, полетели, чтобы позволить льготы, знаете, как раньше, там либо бесплатно раз в год, как у военных, да, по-моему, Да. бесплатно, либо 2 раза в год, даже раз в год мало, чтобы ощущать, что понятно, Москва, Петербург, даже людей сходить, посмотреть, большой, на материк, как вы говорите, это должно быть, и здесь не должно быть экономия денег, знаете, вот у нас просто, вот бесплатно каждому, кто прожил там от 3 лет, ну не так вот прописался, хорошо, какие-то вот, разумные механизмы, чтобы это было очевидно, и тогда, знаете, у меня 6 детей пока всего, и я хочу сказать, что вот у меня вот, какая льгота у многодетного, но для этого и 3 достаточно. Но она самая большая льгота, хотя мне там платят где-то 500 рублей, где-то 2000 рублей в месяц. Ну, понятно. Но самая большая льгота это то, что у меня есть бесплатная парковка в Москве на одну машину. Вот. И если бы я только много деньги оставлял, то я в льготы от бесплатной парковки, если бы я платил за все, я получаю, наверное, в год десятки тысяч рублей. Потому что Москва, и если бы вот каждому, кто живет, 2 бесплатных билета на его именно семью в Москву и обратно, это где-то было бы даже не хуже, чем эти надбавки формальные. Клавдия, сегодня есть это для бюджетников и для военных раз в 2 года бесплатно. Для всех остальных работающих за счет предпринимателей. То есть это ложится на себестоимость. Да, конечно, это зачем это в себестоимость, ребят? Это должно государство компенсировать по месту, я знаю, что военных, по месту жительства. Ты живешь, проработал все. Какой нормальный предприниматель будет, зачем ему это обуза? Тогда будет здесь нанимать. То есть не будет выгодно. Себестоимость продукции, отпуск, плюс билет будет выше, чем здесь. Только рыбаки, которые нужно вот это, Зачем чиновнику думать, если у него есть бесплатно? Для тех, я согласен, что несправедливо. Почему? Федеральный бюджет компенсирует бюджетом учреждениям, а не предпринимателям. да. У нас равенство собственников. У нас это так неправильно. Коллеги, я прошу всех садиться, кто хочет идеи по развитию общественного совета, по вашей роли там. И надеюсь, увидеть с вами это наше. У нас уже Вы заканчивается. знаете, у нас разговаривал только в основном Сахалин, а остальные я Коллеги, тогда Илья, ты послушай, у меня включено здесь. Да. Я его оставлю на работу. Да. Хабаровский край, очень Срок хотелось бы подписан. многие В течение вещи недели. сказать. Да.
нам еще надо. Потому что у нас разговаривали вы, видимо, оставить для Дальнего Востока ЕНВТ. Не надо вкладывать деньги в Дальний Восток. Вы оставьте нам ЕНВТ до 2025 года, чтобы наши предприниматели могли каким-то образом выживать. Это первый вопрос. То, что про субсидированные билеты и все это мы говорили много и активно, у меня такой вопрос, я тоже это поддерживаю, но в рамках молодежи. На сегодняшний день молодежь очень мобильная и подвижная. И то, что мы с Дальнего Востока не можем никуда улететь, это влияет на молодежь, и молодежь улетает с Дальнего, уходит. У нас мало того, что естественно убыль населения, у нас миграция большая очень населения, люди молодые, жизнеспособные, могущие вложиться в экономику Дальнего Востока, они уезжают. Здесь, в России, правильно сказал господин Гриф, что мы так и говорим, мы действительно говорим, это у вас в России и у нас на Дальнем Востоке. Вот. Еще один вопрос, дальневосточный гектар. Ну, надо признаться, что программа дальневосточный гектар провалилась. И ни одного гектара не куплено, это мы рассматривали на общественном совете у нас в Минобороны. В Поварском крае я являюсь членом тоже как объединения предпринимателей. Я сама бизнесом занимаюсь с 93 года. Вот. И я считаю, что такие инициативы должны идти снизу, а не сверху. Она потому провалилась, что эта инициатива пошла сверху. Вот. Еще один вопрос. Это сейчас, вот опять же, люди из Якутии, коллеги из Якутии говорили про вертикально интегрированные компании. Да, их становится все больше и больше, потому что местный предприниматель не может освоить, вложить такие сумасшедшие деньги в освоение каких-то приступ, территорий и всего прочего. Но мы уже много об этом говорили, долго, и я сейчас хочу это тоже вынести. Надо, чтобы вертикально интегрированные компании оставляли часть налоговых отчислений на территории, чтобы наши бюджеты хоть каким-то образом компенсировали вот это. Это тоже достаточно очень важный вопрос, и мы его много лет не можем решить. Они пользуются недрами, да, платят какие-то налоги, но основная прибыль НДС, те налоги, которые максимально большие, надо их как-то делить на той территории, пусть небольшая это будет, но для пополнения дальневосточного бюджета. Всех территорий Дальнего Востока. Тогда не надо вкладывать в нас деньги. Мы сами их заработаем. Вот. И еще такой вопрос. Сейчас идут, ну тоже по патентам, да, по самозанятым. Все пилотные проекты почему-то идут, берутся территории, которые находятся вот здесь в России. Мы не вошли опять же. Дальневосточные территории опять не вошли. Сахалин вошел, да. Опять же, вот надо же смотреть на Дальний Восток не как придаток, наверное, к России, а все-таки это нужно рассматривать Дальний Восток, а достаточно активную часть населения, и нас надо поддерживать. Я сама родилась не на Дальнем Востоке, я родилась в России, но я приехала по направлению... Нет, по направлению много лет назад, и я там осталась, и для меня сейчас, я уже там 40 лет живу. Для меня Дальний Восток это на сегодняшний день родная земля, о которой я просто болею. И, жалко, молодежь уезжает. Многое стоит. И поэтому давайте рассматривать эти вопросы в купе. Не надо нам денег. Вы нам помогите эти деньги заработать у нас на территории. Мы сами их заработаем. Все, спасибо. Единственное, что по ЕНВД, раз вы КПП состоите, сразу федеральный КПП, потому что, могу вам сказать, позиция МФИ, они отказываются вообще по этому вопросу. Они считают вопрос решенный и не обсуждают. Нет, вы знаете, Николай Харитонов внес тоже письмо, но там у него есть ограничение населения 300 человек. А если брать... Дума. Но тем не менее, то есть это идет, то есть снизу от населения это идет как бы вот с дальневосточной территории, именно про Дальний Восток Харитонов. Не про остальные территории России, именно про Дальний Восток. И опять же, вот смотрите, если мы оставим МВД, народ не будет уезжать. Ну хоть до 25-го года каким-то образом они заякорятся и останутся там, а глядишь, там что-то изменится в экономике, и останутся, но не будут люди уезжать. А если бы при отмене ЕНВД они бы одновременно
не вот именно режим самозанятых, вот это 4% или это бы смягчило или не смягчило? Это надо рассчитывать, я сейчас не готова по цифрам Потому что сейчас сказать, но предлагается на упрощенку все эти вещи, да? ну, для нас все равно сложно. Вот представьте, да, территория Дальнего Востока, насколько я знаю, Хабаровский край 1 800 000, Приморский тоже. Да, ну вот насколько маленький у нас бизнес. Вот бизнес, который состоит из жены и мужа. Жена за прилавком стоит, а муж продукцию будет. Ну какая ему упрощенность? Конечно, они за Я каким-то каким-то образом это смягчило выживают. бы или нет? Ну, это такая русская. Думать надо. Просто вы говорите, что есть. ГИБДД на сегодняшний день вот это вот тот режим налогообложения, который для малых каких-то территорий, малонаселенных, насколько я знаю, в Дальнем Востоке плотность населения 0,1 на квадратный километр. Ну, поэтому это достаточно важный вопрос. Знаете, я в Амурской области состою еще в общественном совете при налоговой. Перед отъездом сюда у нас было заседание в налоговой. И как раз по этим проблемам делали прям графики, делали расчеты, что будет при переходе на упрощенную систему налогообложения. Значит, если маленький, если, как нам обещает руководитель ФНС России, что через полгода отменят полностью отчетность по упрощенной системе налогообложения в связи с тем, что онлайн-кассы ввели, то практически предприниматель ничего не теряет. Мы рассчитывали там, ну если грубо 1-2 миллиона там у него, то в принципе ничего. А кассы на сегодня должны все установить. То есть это уже никак не влияет там самозанятых, да. Самое, что сейчас страшное для предпринимателей, это отчетность. Вот если ее уберут, то мы гладко пройдем этот переход даже на упрощенную систему налогообложения. Налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность. Ну, все равно на сегодня, когда вы заплатили На упрощенке один раз в год. ничего, и ну, у нас, по крайней мере, вот в Амурской области, что они боятся предпринимателей, так это отчет. Потому что все остальное в автоматическом режиме И снимут там пенсионный фонд эти отчетность 6%, по кварталу, то ну, ежеквартально. не так уж страшно. Я тоже считаю, что с отчетностью проблем нет. Налоговая, они же... На у услуг, нас кто находится на общем налогообложении, да, и Отчетность, там уровень технологичности налоговой службы на уровне лучших мировых практик, это позволяет им выжимать. Чем лучше выведено, собираемость налогов выросла на 26%, при том, что рост экономики ноль. Вот вам ответ на уровень технологической оснащенности налоговой службы. Ну, правда. Слушайте, вот вы можете меня быть ругать, не восточный гектар. По содержанию проводилось, но вы сказали фразу, она исходила не снизу. Мне кажется, вот есть реальный дефицит таких идей снизу, которые потенциально могли бы как переломить ситуацию. Их просто нет. Да, дальневосточный гектар исходил от министерства. Наверное, надо было сначала правительство, соседи средств, как это сделать. Но все-таки не важно, откуда она исходила. Раздула норматяги или федерального министра. Свои задумки, вот так гипотетические, там такое государственное, миссионерское, положено все-таки. Вот нельзя сказать, что это юридическая, политическая реформа. И вот таких, мне кажется, дефицит идей, если вы их предлагать. Ну, тут можно через СМИ тоже не бояться. Когда царь-батюшка давал гектар, он давал еще корову станиц и деньги на карту. А почему гектар проводился после коротко, можете сказать, главная проблема? Да, нет, Инфраструктура, и потом, да. Если тура не проводится, да? Говорят, что нам нужно право законодательной инициативы, как Вы раньше тоже было. оттуда? Я считаю, что Да, вы тоже оттуда? на мой взгляд, мы там как бы все обсуждаем, все вопросы, и вот вы сегодня абсолютно правильно сказали, что нам нужно о чем подумать, совместное заседание. Вот то, что я слышу от вас, кадры уезжают и так далее, давайте мы перевод позовем, подумаем. У нас проект экологии есть, да? Это вот ваши проблемы, это особо хранение истории и так далее, и так далее. Эти вещи надо обсуждать совместно, потому что они потом не знают, что
получит от этого. Понимаете, когда тебя вот непродуманная была инициатива, и вы знаете эти все истории, которые в прессу выходили, когда гектар вдруг в центре города оказывался, да? Ну, хорошие участки быстренько разобрали, но это не очень много. Ну, было, да, мы тоже разбирали, Лариса Владимировна. Поэтому я занимаюсь недвижимостью, да. Вы могли бы разработать, с коллегами, разработать новые правила Нет, вы знаете, вот разработать можно только в коллективе. Разум должен быть коллективным. Не Лариса Владимировна должна, а нужно посоветоваться, нужно этому вопросу посвятить отдельное заседание, всех послушать, разум коллективный взять от этого самое хорошее, написать, подготовить не проблема. Оформить это как инициативу, это вообще не вопрос. Поговорить с депутатами, пригласить их на общественный совет. Они с гордостью, поверьте мне, этим займутся. С гордостью. Но нужно дать идею, которая воспримет общество. Это все в каждом регионе. Вот. Можно я закончу, потому что я думаю, что уже следующий. Вот сейчас я была на форуме семейного предпринимательства. Да, торгово-промышленной палате сейчас второй год. Очень хорошая идея, это семейное предпринимательство. Я думаю, что она пройдет. Они сейчас Но, смотрите, опять же определяют 3 пилотных проекта. Территории. У нас опять нет. Вот, пожалуйста, научитесь рассчитывать на себя. Мы 1000 вам заседаний соберем, все люди выскажут. Пока не будет человека, который своими руками напишет новый план распределения дальневосточного гектара в бумажку. Да нет, Не положит на стол, скажет не вообще, ребята, а когда взять этот документ, что плохо. И его внесет в министерство, не получится работать. Мой вам совет, если вы хотите приходить высказывать точку зрения, ничего не делать, лучше не ходить в региональный общественный совет. Но если вы готовы взять один вопрос, который 3 года будете честно протаскивать, в любом случае, вот я больше вам не стучусь по Дальневосточному гектару, мне бы сегодня стучался, вы его прошли. Вдруг кто-то другой не верит, продолжать, а? Не верили. Нет, я верю. Нет, вера не пропадает.